государственного Эрмитажа. Мы с вами приближаемся к мосту к Певческому, мост 4 по ширине в городе. Его ширина составляет 72 метра. Мост является еще и продолжением Дворцовой площади, которая располагается с левой стороны от моста. Сколько метров может быть воды? Сколько метров? Тем, что поблизости с правой стороны располагается Певческое капелла, старинное музыкальное учреждение. Мы с вами покидаем воды реки Мойки и устремляемся в воды Зимней Канавки. Следующий мост, по которому будем проходить, называется Второй Зимний. Мост стилизован под старинный. Он был построен в начале 20 века. Одна из самых коротеньких в городе, и протяженность составляет всего лишь 250 метров. И через сразу перекинуты три моста. Следующий мост на нашем пути называется Первый Зимний. Этот мост самый настоящий старинный. Он был построен в середине 18 века, и по мосту проходит улица Миллион. Мост середины 18 века. О, Зимний дворец. Моста состоит из гранитных блоков, которые держатся только за счет своей тяжести. И на верхней палубе будьте очень осторожны. Мост один из самых низких на нашем пути. Ой-ой-ой-ой-ой. И вот мы с вами прошли под сводом. Это аттракцион. Зимнего моста. С левой стороны напротив нас находится здание песочного цвета. Оно украшено скульптурой Литвинова. Это здание нового Эрмитажа. Мои соседи. Он был специально приглашен из Германии для строительства творчества Эрмитажа. С правой стороны, чуть впереди на набережной Зимней Канавки, находится здание светло-зеленого цвета. Это здание Эрмитажного театра. Желтым цветом выделены два окна, первый и второй этаж. И рядом с этими окнами можно рассмотреть не заштукатуренную классическую кладку. Она была обнаружена при реставрации Эрмитажного театра и было доказано, что принадлежала самому первому Зимнему дворцу, в котором жил Петр I и которого раскручивался. Справа от окна напротив нас находится Эрмитажный театр. Мы с вами ходим после галереи Флорена, перейдем последний мост и перекинуты через Зимнюю Канавку. Это Эрмитажный мост, и не организация набережной. На бюджет нашего разговора раскрывается великолепнейший вид, мы попадаем на самую главную площадь Петербурга. Это акватория Эрмитажа. И вот мы с вами находимся на реке. Такие пледы для вас приготовили, они находятся в салоне. Кому можно спуститься и взять пледик. Мы с вами возвращаемся к экскурсии. Находимся мы с вами сейчас на реке Нижней. Протяженность ее составляет 74 километра. Берет она свое начало в Ладожском озере и впадает в воды Финского залива. Нева — единственная река, которая вытекает из Ладожского озера. Все остальные реки в него только впадают. Глубина Невы составляет 6-10 метров, но самое глубокое место в Неве находится выше Литвинова моста, рядом с водонапорной башней, и в том месте глубина Невы достигает 20 метров.